На крейсере «Москва» условный пожар. Матросы бросаются тушить возгорание. Военные моряки ежедневно отрабатывают навыки борьбы за живучесть корабля. Так проходит служба на флагмане Черноморского флота. Для обычного обывателя крейсер «Москва» – настоящий лабиринт. Люки, кубрики и бесконечное количество коридоров. Здесь без проводника никак. Нам небольшую экскурсию устраивает Василий Задорожный, крымчанин, который проходит срочную службу на корабле. Первое, что бросается в глаза – это чистота на борту. Идеально заправленные кровати. Специально для нас устраивают мастер-класс. Василий Задорожный родом из Феодосии. Полгода назад его жизнь кардинально изменилась. Раньше парень работал официантом, а теперь стоит на страже Отечества. В свои 20 лет у него уже сформировались весьма амбициозные цели. После 3 месяцев службы мне очень понравился морской быт. Очень хочу ходить в море. Хочу поступить в Нахимовское училище и, в принципе, стать командиром корабля. Чтобы дослужиться до командира, главное следить за питанием, шутит матрос. На крейсере с этим проблем нет. На часах полдень, сейчас время обеда. Сегодня матросам дают щи, макароны с мясом, различные закуски. Скажи, пожалуйста, тебе вообще нравится? Да, очень вкусно, но я все-таки больше люблю борщ. По желаниям матросов здесь прислушиваются. На корабле еженедельно собирают кулинарный совет и обсуждают, какие блюда приготовить. В российской армии внимательно следят за качеством питания. Например, уже несколько лет в частях создают салат-бары и шведские столы. На крейсере «Москва» заботится не только о здоровом теле, но и о духовном воспитании матросов. Проходите, это наш корабельный храм, наша небольшая святая обитель. Из всех кораблей, которые в нашем соединении есть, корабельный храм есть только в таком виде, есть только у нас. Помолиться в корабельном храме можно в любое время. А на крещение в этом году 3 матросов приняли здесь православную веру. По словам офицера, стоять на страже Отечества легче с Божьей помощью. Служба на военном корабле – это постоянная учеба и подготовка. Но даже в таком плотном графике у матросов есть свободное время. Если есть порох, дай огня. Своя армейская романтика, а мысли в такие моменты, признаются матросы, о самых близких. Ну, конечно, все равно там родные, отец, мама, поэтому всегда вспоминаю. Каждый день вспоминает о своих родных и Василий Задорожный. Звонок маме не просто привычка, правило и пункт в распорядке, признается матрос. Алло, мам, привет. У меня все хорошо. Защищать родину – работа не из легких. Несмотря на все плюсы, есть и определенные лишения. Но больше 50% срочников крейсера «Москва» хотят продолжить службу и подписать контракт. Во-первых, это социальная защищенность, социальные гарантии государства, денежное довольствие, стабильная пенсия, постоянное жилье. А крейсер «Москва», или, как его называют, убийца авианосцев, один из самых образцовых кораблей, служить на котором честь для любого матроса. Виктория Тальберг, Клементий Громов, Александр Лукьянов. Вести. Крым.